Прывітанне, сябры! В эфіры рубрика «Надзея запытае». Дзень радыё і тэлебачання. Свята прафесійнае ўсіх маіх калег і мяне таксама. І зараз мы запытаемся ў гродзенцаў, а што б ім было цікава паглядзець па тэлебачанню і паслухаць па радыё. Можа, яны нам дадуць які накірунак, куды нам развівацца. Пойдемте. Скажите, калі ласка, ну, вы радыё слухаеце, тэлебачанне глядзіце? Глядзім тэлебачанне. Да, слава Богу. Скажите, калі ласка, што павінна паказваць, трансліраваць тэлебачанне і па радыё, якія перадачы, каб вам было цікава гэта глядзець? Трэба што-нибудь пяшчотнае, ласкавае, радаснае. Гумористичную программу. Гумористичную, во! Мне нравится вот фактор бай дети, фактор бай были взрослые, те, которые были программы тем, кому за 60. Вот это мне тоже интересно. Скажи, не молчи. Клуб редактора очень интересно, я не пропускаю. Вести не пропускаю, белорусские панораму. Ну, вам больше подобаются новости там слухать? Новости, политика мне нравится, вот я слушаю. Может, кому-то не нравится, но мне нравится. Одним словом, вам еще и поболей. Да, да. Я вообще редко смотрю телевизор, но историческую, наверное, часть города больше освещать. Так как у нас много туристов, город вообще туристический, я думаю, история была бы интересна. А так у мировом масштабе тоже, если про историю, то вам так цікаво было бы? Да, вот я в последнее время интересуюсь. А забавляльные там какие, вот, там посмеяться, послухать, что там, погулять во что-нибудь? Ну, может, какие-то викторины в смысле вопроса-ответа. Детские мне как-то передачи очень понравились, кстати, вот такой формат, когда сразу, не помню даже, как она называется, но когда даже дети со школ приезжают и участвуют в такой викторине. Ой, мне так соромно. Бывает, дети отказываются, а я не. Возможно, у меня тоже такое. Я уже тогда думаю, боже, что-то робить за этим. Кино, наверное, то, которое раньше показывали. Я тоже это люблю, Советского Союза. Белые росы вообще, ну такое вот. А якого накірунку передачі? Больш інфармаційне, вам познавальне, ці больш такі такого веселого характеру, гумористичне? Больше гумористичные. У нас як-то з гумором не то, как надто сильно, правда? Нет, Совсем. Як-то больш там такі аналітичні, політичні передачі, от що таке? Больше веселого. Про Беларусь, наверное, что-то. Про свою страну, про своих людей, про свои традиции. Такое что-то, чтобы люди больше это смотрели, чтобы знали про свою страну. Вот такое, скажем так. Про какие-то разные части нашей страны, чтобы знали, куда ехать, потому что в основном как-то задаются вопросом, теперь хорошо, интернет есть, то можно посмотреть. Ну, про Гродно что-нибудь побольше рассказывать. Ну, от нават по тому радіо, яке ви слухаєте, які передачі вам більш подобаються? Больше подобается в основном народное радио. Ну, песни в смысле? Песни там, да. И новости тоже. И по телевизору новости очень хорошие. Только по телебачению крутили одни новости круглые сутки, то вы глядели? Нет. Так а что треба? У 20:00 вести про Запад, про все смотрим, это как там, это Трамп этот нападает на страны, эти безобразничая. Вот. А наши в основном, видите, если не Лукашенко, то тут было бы то самое, что там. Ранее у нас была такая, это самая Павлова Надя, я ее памятую, корреспондентку, и она доходила до самого-самого. И откуда она взяла? А попробуй обвергни ее. И она правду каже. Ее боялись и все начальники. И она заходит в облвыконкам, все ховаются по кабинетах. Вот это было дейсно. Вот. Ну, я вам скажу, что у кожного повинна быть своя громадянская позиция. А как она была, что потребно? Алгоритм на дорогу даю всем вам. Твердые веды. Твердые веды. Громадянская позиция. І тоді можна йти на любую барикаду і з любим говорити. А коли за душою це нема, ну так що, кар'єра, ну і що? Як мама моя казала, як нема мозгу, так лишкою не насідаєш. Молодець, вся в маму. Меркавання молодого покоління. Скажіть, калі ласка, що необхідно показувати по телебаченню, передавати по радіо, щоб вам, молоді, було цікаво це глядіти і слухати? Знаете, у наш час треба вельми развивать белорусскую культуру, историю, мову.
и показывать больше патриотичные передачи. Мне вельмі цікава было бы глядзець падарожжа па нашай Рэспубліцы Беларусь, каб па тэлебачанні паказвалі маленькія куточкі нашай краіны, паказвалі нашу культуру, архітэктуру, таму што наша Беларусь вельмі багата. Ага, так, ой, ёсць што паглядзець. Ёсць заўсёды. Особенно на заходняй частцы Беларусі засталося вельмі шмат замкаў, якія зараз не вельмі папулярны, і касцёлы, которые таксама стоит асвяціць на Беларусь. Ага. Ну, то есть больш такі экскурсіонны контент. Ага. А па радыё, чтоб цікава было паслухаць? Па радыё слухаць падкасты пра нашу культуру таксама, ведь на сённяшні час молодежь мало ведает свою гісторыю, і вельмі цікава было бы пра гэта паслухаць. Скажыце, калі ласка, што неабходна паказваць па тэлебачанню і па радыё таксама, каб вам было гэта цікава глядзець і слухаць? В якой галіне нам развиваться? Больше позитивного. Ага. Позитив однозначно. Негатива хватает кругом, поэтому хочется много примеров. Вот если это мой труд, то чтобы показать людей, которые чего-то достигли, что они рады тому, что они с удовольствием идут на свою работу и передают вот этот вот опыт, передают другим. Поэтому, да, много позитива, много примеров хороших. Ну, музыку хорошую тоже не помешает. Да. Чтоб душа пела. Чтоб душа пела. Вот так вот.